которые занимаются политической деятельностью, арестовывают по политическим мотивам. Это все, чтобы понимали, начинается новый этап, 37-й год. Всех будут сажать, всех будут устрашать. Поэтому мы приняли решение перекрыть Гумыстинский мост, чтобы обратили на нас внимание весь народ. Народ, вставайте, звоните всем, приводите сюда своих друзей, родственников, спасаем свою страну. Или мы потеряем свободу и свою независимость, и тогда нашей Родины не будет. Поэтому мы собираемся на Гумыстинском мосту. Все, кому не безразлична Абхазия, собирайтесь. Нас должно быть много. Вставайте. Поэтому все, кто может, звоните всем, собирайте. Мы должны решить, наконец, нашу проблему. Мы не можем так больше жить. Нас продают, пока мы жили. Вставайте, абхазцы, кто может. Гыл, апсвай, загава, абжи. Чейза. На мосту как соберешься, подъехать не могут люди. Ара хайзаб. Ара хайзаб. Ацвахны зуршо. Захинджер Ахмад. Рацахаров. Чейзала. Иждырва. Все закрыл моему сыну. Кстати, если бы у нас были свои цифры. Да? Нам ты что снимаешь? Прямой эфир, прямой эфир. Скажите что-нибудь, людям обратитесь. Нет? Что происходит вообще? Здесь пишут, что происходит. Не, ну кто-то вот не знает. Я уже 4 дня не спала, потому что милиция тщательно мой дом охраняла со всех сторон. За почему? День. А вы что они совершили? вычисляли Тенгиз дома или нет. Да, я даже пригласила выпить и кофе, чай. Бегом сюда. Нет, ну они сказали, мы на службе, нас это... Вы их хотели угостить? Правильно. Мальчики, вы ровесники моего Они сына. ни при чем, да. А потом начальник уголовного розыска клятнулся своими всеми богами, которые мамы, папы, и все, и говорил, что уговаривал, приведите на беседу, мы хотим побеседовать только всего. Где ты смотришь? А вы что сделали? Я, говорит, его тут же отпущу. Это благо, что был рядом дядя, ему не подсунули. Они, видно, думали, когда его будем брать, подсунем что-то, он будет сопротивляться. Да. А он тихо, спокойно пошел с ними. И они, конечно, не дали ему... Все реактивы есть, но они решили вот этим постыдным способом его проверить. Он сказал, проверяйте мне и кровь, и слюну. Нет, они именно этот метод, хотя у них все есть, как я потом выяснила. Так, они... Вот он сказал, они... он на суде сказал, я так не воспитан в семье, чтобы я показывал, я очень извиняюсь, вы дети, чтобы я гениталии показывал своим людям. Ну, так. Скажите, пожалуйста, а могли взять на исследование слюну или кровь? Да, у них были реактивы. Мне так это, люди боятся, не говорят, потому что пресс шел очень сильно. У нас даже адвоката сменили за 10 минут, наверное, до суда. За 10 минут? Может, полчаса, не знаю. Мы совершенно других адвокатов не наняли. По какой причине они ушли, думаю, вы догадываетесь так же, как я. Да. Передав за полчаса, я вообще не в курсе была. Дело передали девочке, с чем бы она успела ознакомиться. За полчаса? Уже давно готово решение, а его не выпустили. Первый раз нарушили на 8 часов. 48 часов нужно задерживать, а его задержали все 60. Да, кстати, документы тоже видели. Его там решение документы суда, есть, все есть, а его не отпустили. А он что, сейчас незаконно задерживает, да? Конечно. И вы можете это доказать? Ну как, у меня есть документы, конечно. В интернете документы висят. Более того, что они сделали, самое страшное, что они делают, телефон у них,
Каким образом они его взломали, я не знаю. И от его имени пишут статьи. Какие? Это тексты пишут на российскую власть какую-то. Они, видно, хотят его подставить таким образом. И пишут какие-то тексты с его телефона. Я вот к чему больше всего возмущена. Потому что у него нет телефона. Телефон отняли в МВД, а с его телефона идут тексты. Так. Да, он даже с нами связаться не может. К нему адвоката не пустили. То есть адвокат тексты идут. имеет право заходить? Конечно, с первой секунды. А почему не Но пускают? его вообще не запустили ни одну, ни другую, никого. Даже так, да? То есть... Почему? Ну, это нарушение, потому что правильно? Беспредел. Да. Закон работает в законопослушном государстве. С нашим кристально чистым президентом вот такие хорошие, чистые законы. Агрб освободить Дани. Так, что здесь написано у нас? Такая же у нас ситуация. Да. Гарри, пока обратно. Сейчас, секундочку. Так, заменить неотбытую часть административного ареста Агрба Я ему Тенгиза писал, дописаться никак не могу. на штраф Да, с мамой, с его папой. в доход государства. С его папой, с мамой. Агрба освободить Дописаться никак. от дальнейшего отбытия Сразу, когда увидел, то, что административного ареста. Штраф подлежит. Гарри Кукая, брат. А он до сих пор... это вот здесь подпись и печать судьи, да? один раз О, что-то вставляли. а он до сих пор сидит, получается. То есть мы вот здесь сейчас публике показали, значит, за подписью и печатью судьи постановление о том, чтобы освободить Да. Тенгиза Агрба из-под стражи. Да. А сейчас где он находится в итоге? В МВД Ага, ну они его не отпускают. Никакой суд им не закон. все. Более того, они с его телефона пишут статьи какие-то, тексты какие-то, чтобы его дискредитировать. Я знаю его позицию по Перед кем? Перед кем? Дискредитировать. Они на российские сайты отправляют. Все, понятно. Все предельно ясно. Вот такая У ситуация. вас его телефон. С его телефона, а телефон у них, я не знаю, они его взломали или что сделали. Я не его знаю, я писал, вообще никак не дописаться до него. До Гарика? Да, я не могу Какой дописаться. дописаться у него телефон? Ну, просто не знаю, у вас там через ваш телефон они пишут, я не могу до Гарри. Они пишут, телефон у них в руках, Да, в но МВД. я понимаю, но вообще просто не доходят даже. Выключу телефон просто, все забрали. Ты можешь включить видео здесь? Я видел сразу, увидел с мамой. Есть видео с собой? Сейчас Сейчас людям показать, потому что здесь задают вопрос, что за видео, что за Зарядка видео. села у вас нет? Есть, но здесь никак не показать в Я не ТикТоке. знаю, мой брат сказал, то, что он связывался с СБ, сказали, что нормально. Не, ну нормально, ненормально, их задержали, надо понять, за что, Да, я что просто посмотрел. предъявляют. Мама звонит, говорит, Гарика смотри. Я ехал вот с его папой, уже не знаю, там в МВД были, дверь выламывали там. Тут, сюда тоже. Да. Как собак их приняли, как врагов народа. Марио, ну что происходит? Сейчас люди вот собираются потихонечку, вот собираются на площади, перекрыли мосты, значит, Гуместинский мост, Кудорский. Сейчас собираются, просто люди собираются, негодуют от того, как захватили, как произвели задержание ребят, которые являются активными оппозиционерами. Вот. Негодуют. Пришли высказать свое мнение, свою позицию. Как врагов народа принимают. Да. Все отцы наши воевали. Вот Гарика, папа, мой дядя воевал, все они воевали. Да. И вот так как с врагами поступают с ними.
Да, 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 было просто это видео сейчас бы показать людям. Видео сейчас зарядка была, я Не знаю или не знаю, где там народ, но здесь я нахожусь, по крайней кого-то мере. прикладом били, не знаю. Прикладом били, да? Вроде бы да, били. Как мне сказать, вот все люди говорят, били прикладом. Ну это, в принципе, скоро будет как бы ясно, я так думаю. Немного осталось. Они правду не скажут, правду просто увидеть надо. Они так словами ничего не Ну, словами, может, и не скажут, словами скажут правду те, кого задержали. Те, кто выйдет из плена, да, по большому счету. У тебя есть на телефоне зарядка и видео задержания, ребят? Нет, да? Телеграм-канал я знаю. Да, да, хочу в ТикТоке показать вот с твоего Зарядка телефона. пока хватит, как минуту, Виктор. А, тоже зарядка, Маня, видишь? Ничего, сейчас посмотрим. А у меня 75. Смартфончик, так что покупайте смартфон. Это не реклама, конечно. Те, которые задержали, честные люди в отличие. Да. Сколько раз. Да, вот это видео. Кики, дай бог, дай бог. Вот, посмотрите. Так, давай, смотрим видео. Вот вы хотели видео, нету, да? Не получится, зарядки нет. Вот вы видео хотели. Почему народ взбунтовался? Вот смотрите. Вот смотрите. Люди сидят в машине, их вытаскивают оттуда, бросают на пол, нажимают ногами на их спины, лицом вниз. Вон Гарик. Вот Гарик. Да. Вот видите, выкрутили руки, выкрутили все. А, и телефон сел. Ну, в общем, все понятно, вы все видели, что тут. Бивали его. Там ногами били, я пришел. Да. Вот. Ну, вот все видели. в принципе. Самое главное, именно с Гариком не первый раз такая ситуация. Колотит, комбинезон здесь. Не знаю, чей собор, но ну, красиво отработали, знаешь, красиво. С точки зрения профессионализма, быстро, четко, ну, молодцы. В этом плане молодцы. Они на полочке, а то пивок стоит. За фамилией ко мне тоже сегодня очень часто подходили. Да? Я же тоже пока все запросил. А ну дай интервью. Тебе сколько лет? 14. 14 Через лет? час 15. Через час 15, да? То есть у тебя день рождения через час, а ты вот здесь мерзнешь, стоишь. Почему? Потому что брата моего задержали, они позволили такой... Кто твой брат? Имя, фамилия? Гарик. Когда его задержали? Около 2-3 часов назад я сидел с На этом видео он был задержан? На этом видео был задержан он и Алмазхан Арден. Да, Я его да. Что-нибудь известно тебе о судьбе твоего брата? Я не могу до него дописаться, сразу же писал. Вообще не отвечает, сообщения не доходят, я не знаю, как дописаться до него. Понятно, понятно. В общем, стоишь и ждешь новостей, в общем, да? С папой его приехал. Да. Понятно. То есть ты о его судьбе вообще даже не знаешь, что там. О его судьбе... Знаю только то, что приняли, задержали, как врагов народа. Все. Марио тебе поздравления дает, говорит. Шлет, вернее. Спасибо. Да, понятно, понятно. Понятно. Наш голос донес, поставил точку. Да. Все за поступки свои отвечают. Да, безусловно, безусловно. Бесследно никогда ничего не проходило и не проходит. Самое главное, еще не первый раз Да, с Гариком все связано. Когда с Изидой Джани там был. да, да. Слушай, а к тебе сегодня кто подходил, говоришь? Что? Кто к тебе сегодня подходил? Я не знаю этих людей, просто подходили некоторые люди, я не знаю, полицейские это были или нет, просто некоторые люди подходили, когда слышали, потому что я разговариваю с мамой насчет Гарика. Ага, Подходили, спрашивали. проявляли интерес, да? Понятно. Ну вот народу немало, конечно. Ничего такого в этом тоже не вижу. Да, ну понятно. Ну народу немало, народ есть как бы, но здесь не основная масса. Основная Сколько масса, понадобится, буду стоять. ну понятно, на Гумесинском мосту перекрыли там и так далее. Ну, один там сейчас у меня в телеграме. Да. Сейчас я вам скажу. 29,
Подождите, мне вот здесь с стихами я смотрела. Не знаю, 11 сказали, воздержали. Воздержали. 26 депутатов было. 29 депутатов. Единогласно. Сколько осталось? Еще слышал версию людей, то, что кого-то они избили этим днем. Да? Что-то слышал такое? А кого избили? Не знаю кого, вообще первый раз сам слышу. Они, наверное, за давнюю ситуацию. Да, Герхелия. Ну, не знаю, не знаю. Так просто. Друг скидывает видео. Марио не знаю. Друг видео скидывает, смотри, говорит, смотри, Гарика. Смотрю, его машина, его с машины случилось. Возят. И все. А после Дзюбра закрыт или нет, я сейчас не могу сказать. Спроси, пожалуйста. Сейчас пойду, я там... Сейчас узнаем, сейчас узнаем. Вообще спроси, где что перекрыто, хорошо? Ну, Не знаю, просто я не спрошу вот у Гарика, как он в Дзюбре. да, спроси. Ага, вот 286 человек в эфире. Где пост от Дзюбра, где видео, все. Уже пост перекрыли, что И много раз, дай Бог вам все, что было хорошо, да. Вроде бы, не спрашивают там вот Дзюбра, перекрыт, не перекрыт. перекрыт уже? Ну вот сейчас парень спросит. Вот. Вот Дзюбра, ну этот мост, что там? Дзюбрский пост не закрыт, Да. а Ишерский закрыт. А Ишерский закрыт, Там все, люди собираются. все, Некоторые понятно, машины спасают. понятно, С гумистыми. понятно. И идут пешком, да? Некоторые, да. Да, не надо молчать, надо бороться за свободу всеми силами. Видишь, пишут. Как не люди себе. Пойдем туда. Вон костры развели. Да. Сколько раз такая ситуация. Да, Абхазия, это. Вот когда, тем более, знаете, около фонтана, Ага. когда там вот Гарик Буратов был, они 2 раза с моим дядей Да. там стрельнули в воздух, и подъехали там 2 или 3 машины, Да. битыми кастетами, сбили инвалида, у которого вместо 300 протеза, и брата Да. моего, человек там 15. Ну эту ситуацию уже давно все знают. Прожили ее уже давно, эту ситуацию. Сколько таких было? В ТикТок выставляют какой-то... Да, князь, где ты, князь? Да, князь. Нагид, это город Сухум, Абхазия. Вот Молитесь, молитесь. то, что женщина-олейник давно пропала, же знаете? София, конечно, Да, да. мы ее Вот искали, я тогда вот- всей Абхазии Я искали. тоже участвовал, там я тоже Да? искал. Молодец, мой золотой. Я до сих пор в этом пригождался. Вот тогда я смотрю Ага. и выставляют в ТикТок то, что она была беременна от Гарика Караяка. Что ты говоришь? Не видели вы это видео? Не, а ну-ка расскажи. Запишите прямо сейчас. Давай. О, от дагестанцев и чеченцев, салам вам от нас, братьев из Абхазии, город Сухум. Князь. Но собак, которые спасают, я готов всегда рядом встать, откровенно говоря. И от меня были всегда такие вот посылы. К этому тоже, может быть, дойдем. Ну-ка, давай рассказывай.
ТикТок выставили видео, то, что София Олейник была беременна от Гарри Кокая. А кто такая София Олейник? Я-то Девушка, знаю, я ее которая искал, но потерялась около есть года, люди, которые как бы не знают, поэтому когда ты называешь имена, фамилии, всегда расшифровывай, говори, потому что есть люди, которые никогда это не слышали. Она потерялась около года, полугода назад, искала ее вся Абхазия, до сих пор не нашли. В ТикТок выставили провокационное видео, то, что якобы она была беременна от Гарри Кокая. Дальше уже не помню, что было. Может, вот сейчас прямо я помню того, кто это выставил. Не могу вам найти. Алиса пишет, что... Алиска, это правда, да? Дело Софии открывается сейчас. Вот. То есть ее же по большому счету не нашли, да? И сейчас это дело открывается. Так получается? Да. Дальше можешь рассказывать. Все? Ну все понятно. Я могу вот сейчас просто написать в комментарии никнейм этого аккаунта. Я помню наизусть. Дарба Адгур. Да? Ага. Ну все уже нормально. Если сейчас это дело открывают, дело Софии, я думаю, доведут до конца. Открыли его? Одну вот Алиска говорит, да, значит, Алиска, это точно, да? Вёх пока что нет. Через час будет вёх. Через час вёх. Я извиняюсь, шездырвытха не могу вспомнить. Нартани. А? Нартани. Субсара. С Хакимом. Зубной врач, что ли? Я думаю, где вас видела. Я же, когда, помнишь, девушка потерялась, тоже участвовал в поисках. А, девушка. Все, за пацанчика оставьте, все, убрал я его, все, не волнуйтесь. Дмитров, все нормально. Надо мне стоять здесь, а тут... Думаю, где я вас видела? Я вас что, не знаю, что ли? Я видел много раз вообще. Наша невестка тоже там работает в этом зубном. Только не у вас, а в поликлинике. Здоровый. Не тупой я. Свой, пожалуйста. Сам? Дудами? Идите все на мост. Точно? Вам воду дать? Нет, семечки можно, там есть. Да, вот есть. Вам какие? Да. Нет, обычные есть. А вы дайте чуть отсыпь. Давай-ка сюда. О, хороший. Подожди-ка, давай свой карман. Не, давай высыпи чуть. И людям тоже положите просто. Да. Все нормально. Давайте я вам засыплю туда. Ну давай чуть-чуть засыпь. Да. Все нормально. Сестра же еще ударила. Да? Да. Я был там. Я как раз вот прилетел я вас из Москвы. Как можно такое делать? Провокации такие. Георгий, сейчас няга придет. Пишут. Что? Георгий, сейчас няга придет, пишут. Покажите. А кто это? Георгий, это я. Не, парнишка здесь стоит.
А Деня, твоя сестра, пишет. Да. Масик, интервью скажешь народу? 292 человека. Прямо в прямом эфире. Вот час сидят, слушают. Нам уже просто нечего сказать. Уже нечего. Ну да, в принципе. Уже и народ расходится. Как и людей не осталось, так же. Передислоцируются. Завтра вообще продолжение какое-то будет? Не знаю, посмотрим. Все. На трущобы больше похоже. 150-200 максимум. Такая компания. Ой. Да, невесту провести. Мама, дай телефон. Зарядка села. Он ушел, что же двора вообще. Не, я вот тут стою просто. Уехал, покинул. Понравился тебе? Дай телефон. Стоит, приклеился. Вот не хотел зубным врачом стать, правда же? А старался. Интервью у него брал зубной врач. Ага. Дай мне телефон. Потом не надо идти, мама, тебе надо идти. Не. Сосало, тараграммский хлоп. Пора бы алот сарас цадзом, Георгий. Ахта сакдзом, куртка сама. Ванза же что? Ванза. Ванза, торопились. В связи с хронически резким обострившимся, я был вызван в Москве. Аншадрыматься, чау. Аншаится глаза. Путина день аншадится глаза. Вот сколько я наблюдаю. Вот мне вот до разницы. А мы не идем. И нейно для показухи и нтырхлай. Нас и клонится. Так они, мама, ничего не боятся, они боятся только дураки. Что происходит? Люди собрались для того, чтобы обсудить то, что произошло сегодня вечером на въезде в Сухум, в районе Универсама. А именно задержание ребят, которые являются оппозиционерами, именно методика задержания, как это было все сделано. Вот это все возмутило общественность, вот они пришли и общаются здесь между собой. Хорошо. Муня? Да, мало. Давай. Чтобы центр площади подошел, все тут вообще мало очень народу. Это сейчас только Хорошо. Сейчас допишем. Напишем. Кристина, не за что. Я то, что успевать, читаю. И сразу отвечаю. Ну, бросим туда пару. Да? Ну, туда будем бросать, чтобы не сорить. «362 человека в эфире. Может, в прямом эфире что-нибудь скажете? Не хотите? Точно? Вот сообщение не доходит. Не доходит? Хорошо. Анжи, пойдем шарф возьмем. Прямой эфир. Ты имеешь в виду? Да. Нет, здесь сейчас прямой эфир идет. Вот. И думаю, может, кто-то интервью хочет. Смотрим. А он кого огонь.
Нет, Кристина, не собираются вроде расходиться. Кто уменьшается, то прибавляется. Они не знают, за что задержали. Ой. Но, может быть, и открою чуть попозже. Да, Они сказали, до освобождения не откроют, если они не успокоятся. да. Они сказали, если вы успокоитесь, тогда мы их освободим. Но это пустые слова. В их словах уже давно правды нет. А в чем обвиняют, не знаю. Не, нам официальная информация неизвестна. Оппозиционизм. Ну, сейчас смотри, народ хочет, чтобы выпустили тех, кого задержали. Форма протеста – это перекрытие мостов. Из-за того, что они против апартаментов. Они против чего были, это одно дело. Здесь вопрос, за что задержали именно так, как задержали на видео. Не знаю, именно в Телеграме пишут то, что оппозиционизация. Ну, заслужили, не заслужили, это другой вопрос. Как в Сухум попасть в Гудауты? Вот это хороший вопрос. Где чуть дальше языка тещи перекрыли, там вроде в объезд можно. А, да, по Нижней Шере. Да. А, нет, стойте, Нижнюю Шеру тоже перекрыли. Тогда не знаю, как попасть. Пешком. Через лес там. Привет, привет, дядя Степа. Не могу прочитать. А, сейчас, Афишка, сейчас. На катере по морю. Хотите сказать, что в интервью? Точно? Но я могу сказать, кто рядом со мной стоит. И в холоде со мной, знаете, кто рядом здесь стоит? Вот задержали одного из задержанных, зовут Аслан Гварами. Он является чемпионом мира по вольной борьбе. Представьте, чемпион мира. Конечно же, он не употребляет наркотики, не курит. Он действующий тренер здесь, в Абхазии. Стоят его родные и близкие вот здесь вот сейчас. Девочки, мать. Понимаете? Вот сейчас, вот в данный момент. И они не знают, за что его задержали. Хотя бы было бы понятно, за что. А тут непонятно. Вот такая вот история. Сказали бы меньше претензий. Теперь можно жить. Мамы там вообще невозможно стать. А, да? У меня тем более температура. Да, вот температура все равно стоят здесь, видите? Хатуна где вообще? Она где-то вот здесь ходит, да. За что задержали ребят, мы не знаем. Афина, подходи. Вася, ну посмотри, что за движуха. Сейчас по 10-му разу уже не могу рассказывать. Давай, Фишка, звони. Семечки хотите? Точно? Ты хочешь? Не-не, Не уверенно отвечала. и не знаю,
Я не забыл, но я думал, там временная пломба закрыта. Нет, еще не сделали. С той стороны. Вот. Там нет. Нету? А, ну да, там тоже нет. Давай, Фишка, звони. Я просто отворачиваюсь иногда от экрана. Не вижу. Все, принимаю. Не хотел я говорить, кто я, но ты заставил. Да. Я вижу, Всем здравствуйте. Меня по голосу все узнают, тут много моих подписчиков. И всем привет. Я отвечу на все вопросы, на которые хотите. Ребят задержали из-за их политических и патриотических взглядов на свою страну. Вот за что их задержали. За их патриотизм. Вот за что сегодня задерживают ребят. Если ты патриот, ты не угоден сегодня. Сегодня ты должен быть прогнутым. Вот что они хотят сделать. Ну, еще хотите узнать. Князь, не выходи с моего эфира. Отвечай, пожалуйста, на все вопросы. Ладно, я просто буду держать. Хорошо. Никаких здесь вопросов, здесь я вижу, граждане России задают, здесь никаких русофобских настроений нету, никаких украинских сценариев нету. Наш вектор политики только с Россией, только с Владимиром Владимировичем Путиным и никак иначе. Мы не меняем коней на переправе, как наши заингурские соседи. У нас есть один вектор направленности. Но сегодня конкретно кто-то занимается продажей нашего народного достояния каким-то бизнесменом, а точнее не бизнесменом, а российским казнокрадом. Запомните. Нет, это не межгосударственный договор, это договор между какими-то там бизнесменами. Если это был бы межгосударственный договор, я бы первый, все мы вместе там бы стояли бы за этот договор. Но это договор с частными лицами. С частными лицами пусть договариваются частные лица. И вот ребята все против этого выступают, и чтобы... А вот это задержание и это видео, которое вышло, это снимали сами сотрудники и выставили, чтобы все остальные боялись и были испуганы, и не выходили из дома. Вот для чего это выставили и показали. Но это не работает. Не работает. Какие еще вопросы у вас есть? Пишите. Соседи за Игура, который... Хуебаный пидорас. Отключи, наверное, это гады какие-то. Хуебаный пидорас. А где отсюда, а? Ну, какие хохлы? Оставьте хохлы, причем тут ни при чем. Хохлы нам вообще не нужны. Хохлы пидорасы. А у нас вот этого первого надо мной, которого шатай по-братски, а? Хохлы пидорасы. Ебать, терпилы. Мы согласны с тобой, мы тоже того же мнения, дебилоидный. А, ну все, базар ноль, мужики красавы. Ты знаешь, Гоша, я смотрел, блядь, даже его маму, елки-палки, даже задержание особо опасных преступников так не проводили, как они задерживали ребят. 100%. Так задерживают. Такое ощущение, знаешь, когда вот хохлов, укропа вытаскивали, блядь, с их хохлов, понял? Что так вот тот же самый сценарий, как будто бы, знаешь, они враги народа, так не делается. Абхазия, 37-й год уже давно. Вот мы с ведущим на своей шкуре прочувствовали, что здесь 37-й год уже давно. Это вы сейчас... Срочно нужен Русланович, срочно. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Тут вопрос... Красиво, аккуратно изъясняйтесь, без мата. Сразу буду уводить. Я сейчас вам правильно. ребята, одну вещь, не перебивайте меня. Здесь вопрос не оппозиции. Я не оппозиционер. Насколько знаю, НАР тоже не оппозиционер. Мы не оппозиционеры. Нас беспокоит то, что происходит. Вот и все. Никакой оппозиции мы себя не относим ни к власти, ни к оппозиции. Ты чучхелу продаешь, Бичо? А вашу оставь их по-братски, ты с приколами, а что нам не до приколов. Там не приколы, братуха. Там? За приколы кто-то говорит где? Оставь этого кикела, идите у себя, разберитесь, господа грузинцы. У вас там много проблем, мы знаем.
Нар, слышишь, Нар, возле здания администрации стоят уже военные? Да. Ну, говорю, да. Я просто, видишь, сейчас не там. Ну, мы видели видеокадры, да, как военная техника стягивается. Просто вопрос, зачем и почему, и против кого? Против народа, против кого может быть? Ну, посмотрим. Ну, я Но вам если скажу как- одно. если здесь Я вам каждый, скажу знаете, одно. думает, Правительство слышит, Абхазии, я сколько смотрю на это все, всегда прислушивается к народу, всегда прислушивается к народу и побеждает народ. У нас не так, как в Грузии. Если мы что-то затеяли, если у нас есть какая-то цель, мы ее добиваемся как народ. Базара нет, это факт. Так что давайте как-то, знаете, вот это вот все то, что происходит, не выводить на тот уровень, то, что как в Грузии. У нас как в Грузии быть не может, в принципе. Если народ сказал, что это будет вот так, значит, это будет вот так. И правительство Абхазии это услышит. И у нас нету никакого хозяина, как говорят грузины. То, что сегодня, грубо говоря... Нам вообще не интересно, они свое волеизъявление выявили 26 октября. Они 26 октября показали, что они также хотят быть с Россией. С ними все понятно, у них вектор направленности будет российский. Все, с ними разговор закончен. А вон те оголтелые, которые там в палатках и с радужными флагами стоят, и они вот пригласили вот эту вот несчастную, как ее зовут, Гринберг или как ее там, несчастную. Они вам вот сейчас нужны? Как бы оно ни было, я еще раз говорю, правительство Абхазии ребята, прислушивается к народу, У нас нету такого, то, что если народ говорит то, что должно быть вот так, будет иначе. Иначе не будет. Называется народовластие. У нас народовластие, у нас народ сегодня у нас самое, что есть. Если вы ищете демократию, демократия есть в Абхазии. Слушай, я тебе скажу так, если знаешь как, я вот могу вот сказать только единственное, как есть слуга народа. Слуга народа это сегодняшний президент, допустим, любой страны, допустим, России, там Абхазия и так далее. Но сегодня в Абхазии, если президент Абхазии не хочет прислушиваться к народу, значит он просто не будет президентом. Поменяется президент, придет другой. 3 месяца осталось до выборов. Ничего страшного. Как бы оно ни было. Не нужно будоражить общество. Вот здесь, послушайте сюда. Вопрос здесь вы пишете, там, оппозиция, не... Еще раз говорю, я не представляю, вот мои друзья тоже не представляют никакую ветвь власти. Здесь вопрос действия и содержания этих действий. Произошло то, что эти ребята, еще раз, там находились спортсмены, заслуженные тренеры, которые неоднократно поднимали флаг Республики Абхазия на международных соревнованиях и представляли нашу республику, экс-депутаты. Это не те люди, которых можно так задерживать лицом в пол, я не знаю, с криками, с воплями и, короче, ломать. Это такое не заслуживает. Я не знаю, так поступают только с какими-то, я не знаю, с какими-то гадами, наверное, только так поступают, или с какими-то опасными элементами. Эти люди не опасные элементы, они добропорядочные люди и не заслуживали этого. Вообще ни грамма я не вижу, чтобы они этого заслуживали. Я не сомневаюсь в том, чтобы если их позвали бы, они бы не уклонялись бы, не убегали бы, сами пришли бы, да или просто остановили бы или задержали бы. Они никакого сопротивления не оказывали и не заслуживали, были бы в центре города валяться лицом об асфальт, еще с такими фразами «не дергайся, тебя бить никто не будет». Если кто-то думает, что завтра вас это обойдет, не думайте, вас это завтра тоже не обойдет. Все мы прекрасно понимаем на сегодняшний день, Гоша. И сегодня есть огромные примеры. Вот наш ближайший город, это Сочи. Вон, что делали Сочи, вот, которые заигрывали с бизнесменами, казнокрадами. Сегодня они все в тюрьмах сидят. Потому что не нужно заигрывать с теми, с кем не нужно заигрывать. Если ты государство, будь государством. Не нужно кого-то подтягивать или оттягивать за какие-то свои выгоды. Эти выгоды закончатся, и ты
первый пойдешь под срок. Это мы уже видели неоднократно. Каждый может это посмотреть на примере города Сочи. Алиска на связи. Здесь насчет Софии она говорила, что поиски Софии возобновятся. Ты представь, с чем Да, это я связано? вам всем желаю удачи в ее поисках. Нар, вот мы с тобой вдвоем сразу, мы всю вот эту Нар, вещь, один момент. который, Тут, видишь, который Гоша, сейчас происходит, мы же с тобой это уже год-два назад прошли, по-моему, да? Да. Да, год. Уже год вот прошел. за 1, 7, 2, 3, Ник, уберите, пожалуйста, провокаторы. Я Это могу все. сказать, знаете как, я могу сказать одно, на сегодня, ну вот сейчас то, что идет эфир, тут находится 340 человек, я уверен, что кто-то есть из тех, кто находится в том месте, где находится Аслан Георгиевич Бжания. Услышьте просто народ, услышьте народ, пожалуйста, освободите тех людей, которых сегодня задержали, чтобы обычные граждане, которые не могут добраться сегодня домой из-за того, что все мосты перекрыты, сделайте это побыстрее, потому что если вы этого не сделаете, люди с маленькими детьми не могут добраться до своих домов. Вот и Да, все. мы не должны страдать из-за ваших политических каких-то там моментов. Если у вас есть какие-то политические какие-то моменты, пожалуйста, решайте это так, чтобы не страдал народ. В принципе, больше от вас ничего не требуется. Вот сейчас мне пишут огромное количество людей, которые не могут попасть домой, которые не могут, у всех дела, дети, работы, и они не могут попасть. Надо это прекратить, а прекратить это можно, вот, если есть какие-то прямые обвинения, пусть пресс-служба выйдет и объявит им какие-то обвинения, за что они задержаны, чтобы мы все знали, за что их задержали, чтобы не просто так не было. Пусть обвинения, есть пресс-служба, пусть выступит пресс-служба и скажет, и все. Я этих ребят знаю лично, и эти ребята, я не знаю, они настоящие патриоты, настоящие абхазы, и ничего такого они не сделали, чтобы их задерживать. Вот таким вот образом, я еще раз говорю. Мы не должны страдать за каких-то политических моментов. Это конкретно сейчас касается всех нас. Я не думаю, что эти ребята бы как-то бы не пришли бы на разговор за закрытыми дверями, сели бы и поговорили бы, если что-то кого-то там не устраивало бы. Ну, таким образом, я не знаю, короче. Я не знаю, пишите, говорите, 37-й год уже начался давно. 37-й год начался в 2021 году, ребята. Когда бюллетени бросали за этого человека, вот тогда уже и начался 37-й год. Только вы этого не хотели замечать. Хотели же и получили. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Слушай, как говорит, знаешь, один наш старший брат, как говорит, у нас такая судьба, мы будем выбирать до того момента, пока не выберем правильно. И здесь кого-то обвинять или кого-то говорить, что ты проголосовал или ты проголосовал, я тоже много могу что сказать. Здесь не нужно говорить, здесь есть ситуация, и с ней нужно как-то разрешать. 3 месяца, я говорю, до выборов. Зачем так будоражить общество? 3 месяца. Идите потом на выборах и свои вот эти все, кто выиграет, пусть потом продвигает свои законы, какие хочет. Пусть выходят на дебаты, пусть рассказывают свою программу. Продвигать те законы, за которые полегли ребята. Более 3000 молодых пацанов погибло во время войны. Вот марки пусть выходят с этими инициативами, а народ выберет. Если народу нужны эти инициативы, они выберут. Все, никаких проблем я не вижу в этом. Просто зачем будоражить? Зачем вот это делать? А не дай бог сейчас какая-нибудь провокация с чьей-то стороны будет, слышишь? Я еще раз говорю, на той стороне тоже такие же пацаны, такие же братья мои. Слушай, это общее должно решаться, Гоша. Нету, ты слышишь, что я говорю? Там нету твоя, моя сторона. Там сегодня в структурах, во власти такие же наши братья находятся. Я не хочу, чтобы кто-то кого-то там нечаянно задел или что-то произошло. Этого не должно произойти, чтобы не накалилась обстановка. Вот сейчас должен выйти президент или премьер и разрешить эту ситуацию.
ну, мое мнение такое, они должны сегодня выйти, чтобы не произошло что-нибудь нехорошее. Уже произошло. Есть еще точка, с которой можно вернуться. А когда прольется чья-нибудь кровь, это точка невозврата. Послушай сюда. Это да. Не произошло ничего такого, что нельзя изменить. Это все можно изменить, если сейчас придет премьер-министр, президент или кто-нибудь, и сядет, поговорит, разрешат вопрос и разойдутся все спокойно по домам. Если есть какие-то прямые обвинения, пусть предъявят эти обвинения, и есть Конституция, есть суд, и дальше пусть решают. Но вот таким образом, я тебе говорю, до хорошего не доведет. Горячий, мы все знаем, что среди нас есть горячие головы. И не дай бог, что-то может произойти. А потом, кто будет за это отвечать? Кто будет это потом друг другу, как мы потом друг другу в глаза будем смотреть? Вот это самое страшное. Чтобы не произошло, а сейчас люди накалены. Кто-то домой попасть не может, кто-то сидит сейчас в МВД в наручниках ни за что, ни про что. И рыть эту обезьяну кикельскую. Извиняюсь за это, нецензурную брань не выдержал. Вы что хотите, идите, вас там палатки, не как ворами, а поставил, идите в палатки. Идите там в палатки, это Борис Иванов бензина купил, 2 водомета, надо опробовать на вас. Водометов нету. Надо, гордость надо иметь. Сейчас немножко времени пройдет, когда ребят выпустят, когда все будет уже нормально, люди разойдутся по домам. Грузины, именно за этим наблюдайте. То, что мы это можем сделать, вы этого сделать не можете. Да, значит, мы уже неоднократно доказывали это все. Ну, вообще на них не стоит. Они сейчас смотрят и завидуют нам. Нет. Нету палаток, пусть у НАТО попросят, НАТО им даст. Ну или мы вам с общества дадим какие-нибудь старые трофейные возьмете. Бахидреоновские. Какие с блиндажей. Свет включите, 12 часов уже, блядь. Выключить забыли, наоборот, не выключают. Меня уже выключили. Это ты много разговариваешь, видимо, поэтому. Это ничего не происходит, ничего такого сверхъестественного не происходит. Произошло задержание ребят, которые не заслуживали такого задержания и вообще, в принципе, за что их задержали. Пусть... Вот я знаю, вот ты можешь сказать, когда человека задерживают, ему предъявляют какие-то обвинения, когда так задерживают. Но есть пресс-служба должна выйти, тем более видите, что люди взбудоражены. Выйди пресс-служба, скажи, вот по той-то, той-то там причине ведет разбирательство, разберемся, кто виноват, посудим, кто не виноват, отпустим. Почему комментариев нет никаких? Потому что предъявить людям нечего. Слушай, если ты человека задерживаешь, однозначно до мест заключения, пока ты довезешь человека, ты обязан ему предоставить документ, за что ты его арестовал. Да, какое подозрение, за что, почему, как. И 48 часов, пока ты не предъявишь ему обвинения, да, они могут держать 48 часов. 48 часов они держат для выяснения личности. А что, кто-то не знает этих ребят в Абхазии? Ну, тоже факт, да, все знают. Да, конечно. Для каких личностей? Чью личность? Гаря Кока или Алмазхана Арзанба, не знаю. Или того самого Тенгиза Агарба не знали, которого посадили. Ребята, подождите. Тишина в студии. О, моя Наира. А кто это пришел? Мика. Давай послушаем. Выключи микрофон, но.
Они нас, абхазов, хотят, чтобы мы. הרי יוכו היה שהוא יחלר בית הפש הקשנה ססיה אלוס אברייך ושחט רזל כולו אברטאץ' קונצ'ה אחרי אברייך שדול רוב ובריח דרשת סייבלס ודרשת סבדה ברשסוני ירצ'לי יענרטלי סטארט Ах, гачку царапу, это дозик, хотя было. Дершатся, вур крыла харах дершатся. Добре, шпаз дейту. А потом уже приносу воксо. Стоекова, дербехлика дейтар, шахабу жая, царапу и шпах. أنا حلقيت أنا رجعت حلقيت أوان حتشخر أخوك شاي كيزان يحسبب حزارة شتاي سخوب حلق مروي حيزارو وشخروا ماچو بكرلا ماچو كيزا Нас обдержит, обдержит, чрезвычайное положение пойдет, нас военное положение введет, и все. И что мы будем, своих детей что ли будем стрелять? 92 года, она хочет Ахмаджу Махара. пока здесь хайза, бараги хайзу, иррационно хайзару. Я-то хуяю. это рачуха. Ай, хацка. شو شوف الجزيرة كبير كله جبال كوتا جبال يا أخي السمراء الزهر هنا وشفا حويس حقوس حنا حبس هاي بش أنا جبال أختي أختي أقوى قياس نرشب عشان حش أنا بفيك عشان مكاني من خاشة يجي بشوف سنتيت يجي بشوف سنتيت أخا حش خامس أخي يا رح زارجين أخي بسندرا يا حنتكار خزب خزو حبسون رقاق نقش حكاش نساز ويوي خد أنا حد قلت وحش يا أخي شجالة حش رشاك تو حبسنا حبسو عيب رقاقنا عيارة تنشرة زازغاز هنسو تروشو يا أخي يا حمد زمدار بنزالا جازين نزا أخشز أخرى يا أخي دار بنزالا جز خزز بخزو سبسوبها Das Khazrov Ayashar. Haytsgula. Ayashara ham Hanezilaki, ham Chuigalot. А президент Йома, а парламент и Хайфиалыч Хазиха. Иха закон Нугозго. Иха закон Яшат замку и Снугу. Риренсбару. Иха Хачкон Шапшик, Абсантула Захчоз, а Захчо Хазхаза Забхаджос и Гвасиловна. Я сообщен, захвачу с Хайцедура Хункар. Я, кажется, думал, что я, народ меня звание героя присвоила. Оказывается, за 30 лет я думал, оказывается, за 30 лет думал герой Абхазии, оказывается, я за то, что я говорю правду, защищаю свою родину, свою землю, свою этнос, свой язык, оказывается, я стал врагом народа. Сепаратистом. Сегодня, ребят, так их задержали. Даже террористов так не задерживают. Это сегодня не им касается, это касается всего народа абхазского. Я вас прошу, мы должны все вместе встать. Не надо никого бояться. Нас немало, нас много. Достаточно много, но абхазский народ, мы терпеливый народ, но терпение, я думаю, что кончилось. Сегодня с оружием против героев стали, против инвалидов стали. Сегодня наших сыновей бьют. Ветеранских сыновей бьют. И представляете себе, которые сегодня защищали, которые отдали свой айтар. Мать бедная, сегодня драгоценно своего сына, мужа, который не вернулся домой. Сколько ценой наших ребят, они что были лишними, нас
сегодня за 30 лет. Пускай вернут наших братьев. Сегодня за что мы отдавали? Честь, гордость у абхазцев, народе абхазов, кто живет в Абхазии. Наш менталитет одна. Мы живем, хотим с этого. Мы в Россию не объявили войну. Мы против России не идем. Но сегодня президент всяким путем делает то, чтобы мы отношения с Россией испортилось. Ради личных интересов. Вы посмотрите, пожалуйста, какие он хоромы строит на Маяке, там и там и там. Он вчера вспомнил, что у нас это больные, туберкулезники, инвалиды. Только вчера за 5 лет вспомнил. Перед выборами. Сегодня наши лидеры организации, один из них, Икан партия, Адгур Арзенбагдей заявил, если народ изберет вторично, тогда он окажется мессией Абхазии. Сегодня считает себя крестьянным человеком. А где же он был? Мне 25 лет не было, 24 года, когда я встал, еще моложе меня, 16 лет, и ребята стали на защиту. Этот человек закончил КГБ. Он закончил 3 высших образования, я не знаю, сколько он имеет. Ничего такого не имеет. Он уехал в Москву. Он уехал в Москву, спустя через определенное время приехал, и этот человек, главнокомандующий, заявляет о том, что мы беспомощны, мы зря защитили свою родину, и нам надо поделиться суверенитетом, который завоеван кровью. Понимаете? Неужели сколько мы будем терпеть? Это государство, главнокомандующий Республики Абхазии, с угрозой, и наш народ в страхе держит, якобы карабахский вариант, либо другой. Вы знаете, нам не отобрать наш голос. Честь у человека дается один раз. Мы должны бороться за честью, за наш язык, за нашу независимость. Мы с русскими, с Россией всегда держали теплые отношения и будем держать. Но я уверен в том, что Россия сама, власть и народ нас не хотят ущемить. Ущемляют личные интересы у президента и его друзей, олигархатов. Но я уверен в том, что здесь и грузинский почтовик здесь есть. И грузинский почтовик сегодня, где он, в принципе, не постеснился и сказал, мы что, с грузинами толкали, что ли, 500 человек когда жили? Да, действительно, мы не толкались. Они нас пришли убивать. И убили нас всех. Фактически. Но мы, наш народ, и Северный Кавказ, наши братья с Северного Кавказа и с юга России стали на защиту справедливости. Мы одержали победу ценой жизни. Эта утрата, эта боль никогда не забывается. И сегодня каждый цифилу хозер, ахтам барахсует языки. Слышно меня? Да, это Нара, что-то эфир завис. Нара, да. А чё вы, Кикел, сколыхнулись, соседи? Все что угодно. Как обычно говорят, нам все равно, кто будет жить в Абхазии, только не абхазцы. Лишь бы были деньги. Неужели ради денег мы поменяли наших братьев? Те, которые лежат сегодня в земле. Те, которые сегодня уходят, ветераны войны. Молодец. Получены ранения. А вы понимаете, я во время войны не воевал. Воевал моя мать. Отец мой, мои сестры, мои братья. Я просто принимал активное участие. Неужели Ханна Хазгазом Черге? Я, может быть, уже могу сказать, к сожалению, остался живой, лишь бы не видеть такое. Лишь бы не видеть такое, чтобы наш народ распространился со всех углов ради наживы и тени. Неужели наши депутаты, наши чиновники сегодня работают, которые работают сотрудники милиции или ГСО и так далее,
Они же сыновья ветеранов. Неужели против своего народа не видит ли ради 20-30 тысяч рублей можно продать свой голос и свой народ, свои земли? Дороже земли у никого нету. Предателев, предавший один раз, предаст второй раз. Но я вам скажу, те, которые вы сегодня защищаете, силовики, мои друзья, я был в военной форме уже много лет, служил своему народу. Я одел сегодня форму, потому что стало время одеться на военную форму. Опять же защитить нашу родину, опять же стоять своих ненасытных людей, несправедливых людей, бросивших нас. Сегодня, завтра он просит нас опять в случае большой, дай Бог, чтобы трагедии не было, хватит нам этой войны, 92-й год. Я в заключении своего разговора, он еще раз бросит, как нас бросил, и вас бросит. Но запомните, завтра, послезавтра это президент уходит. Меняются президенты, но народ не меняется, народ одна единая должна быть. Вы должны остаться едиными. Тем более, героя Абхазии назвал врагами. Героя Абхазии, он национальный герой, он остается пожизненно героем. Статус, куда-то зайдем, нас не принимают, депутатов не принимают, против закона. Слушайте, президенты меняются, приходят, уходят, но герои остаются героями нации. Я уже готов сложить моего полномочия звания Героя Абхазии, правда не знаю, кому сложить, при своему народу. Какой я герой нации, если я на родину пропадаю. В связи с этим обращаюсь к всем народам, парламент, депутатов, вы избрали народа, вы сыновья ветеранов, вы сыновья абхазского народа, вы должны принять правильное решение, человеческое решение. Деньги ваши, которые кто-то, может быть, соблазнился от деньгах, они завтра закончатся, то вы останетесь без права голоса, без денег, без родины. Мы сегодня должны думать о будущем наших детей. Вы знаете, мы русские относимся к абхазам, Не уйдем. как к своим братьям всегда. Я не утрирую ничего, я говорю, так как и есть. Русские тоже наши братья, такие же братья. Понимаете, нет, я не говорю это для какого-то контента. Я говорю, как есть. Слушай, я тебе говорю, как есть. Я гражданин России, и за суверенитет, и за защиту России всегда встану один из первых. Если честно, Здесь вопрос не в русских, здесь вопрос казнокрадов, понимаешь? Потому что мы бы не хотели, чтобы случилась какая-то революция. Никакой не будет. Это Россию не касается, и русских братьев не касается. Это Но касается. вы знаете, может и такое случиться. Эти гады Не может, в нашей республике не может. У нас один вектор направленности и развития политики, это только с Россией. Здесь вопрос стоит в казнокрадах. Мы не хотим видеть казнокрадов ни российских, ни абхазских. Я понимаю. Остановитесь, дайте послушать, о чем говорят люди, пожалуйста. И так далее. Он правду говорит. Завершая свою речь, много хочется сказать. Тишина, пожалуйста, потом. Единственный у нас выход. Стать рядом. Я не призываю к вам кровопролитие. О чем он сам призывает кровопролитие, он хочет гражданскую войну сделать. Мы, люди, которые хотим мира и жить достойно в Абхазии, разговаривать на своем языке и с нашими братьями всегда быть в мире и дружбе. Вот что я хотел сказать. Большое спасибо вам за внимание. Спасибо тебе, дорогой. Так, раз, два. Раз, два. Я сегодня весь вечер мечтаю о мегафоне. Наконец он у меня появился. Я хочу такую маленькую информацию дать для всех нас. Смотрите, вчера и сегодня было два очень важных события. Первое. Тишина. Песунда и весь Песунский район отказали президенту в поддержке соглашения по инвестициям. Второе. Удаутцы сегодня отказали президенту в соглашении об инвестициях. Я такого вообще не помню
чтобы на собрание народа приходили руководители района, потому что они понимали настроение своих граждан. Это был разговор одни ворота. Все как один сказали, что это противоречит нашим национальным интересам, и что мы это никогда не поддержим. Именно из-за этого произошло то, что сегодня произошло. Когда ребята, активисты возвращались, самые наши лучшие, патриотичные, энергичные, умные ребята, их останавливали и арестовывали как террористов. Почему? Потому что стоит задача всеми силами протащить вот этот наш антиабхазский, антигосударственный закон. Но если у государства, у президента стоит такая задача, мы не обязаны ему подчиняться. Я сегодня заявляю, я считаю, что президентская власть вне закона, я не признаю их. Люди, которые продвигают антиабхазские законы, которые не прислушиваются к своим гражданам, которые арестовывают наших ребят как будто террористов, они не заслуживают того, чтобы руководить нами, руководить нашей страной. Что мы должны сделать? Вот там никто не планировал сегодня собираться, никто никого не звал, поэтому немножко у нас может быть такой разнобой. Ребята поехали на Гомельскую, вот там тоже понятно, не хотят надавить на власть, чтобы освободили наших ребят. Здесь мы собрались. Наша задача как можно более организованно призывать своих друзей, родственников, соратников, однополчан собраться вот здесь на площади сегодня, завтра, послезавтра, не имеет значения. Мы должны сегодня начать и закончить. Мы с этой властью дальше жить не можем, потому что она ставит наше будущее под угрозу. Почему наши дети должны уезжать из Абхазии и становиться иммигрантами? Потому что они деньги хотят заработать, я не понимаю. Правильно. Вы знаете, любое свержение власти – это всегда проблема. Кто встанет... Колонны такой сегодня. Сейчас нормально? Стоите, спасибо вам всем большое. Сегодня у нас, вы видите, что происходит. Мы сегодня были в Гудауте, оттуда приезжают наших друзей, соратников в такой грубой форме. Да? И знаете, что самое плохое в этом? Создан прецедент, которого никогда не было. Так действовать нельзя. Мы не говорим, что нужно что-то захватывать, куда-то идти, но просим вас всех стоять здесь, звонить своим родственникам, друзьям. Вместе мы должны это преодолеть. Вы знаете, когда многие говорят, вот инвестиционное соглашение, апартаменты, чье мнение спрашивают? Мнение ваше должны спрашивать. Источник власти это вы, наши граждане. Вместе мы все должны прийти к победному концу. Никто не хочет жить в Абхазии, да? Никто не хочет будущее для своих детей. Как, извините, обсуждали вопрос об апартаментах. Один из депутатов сказал, пример такой. Говорит, у меня, говорит, родственники работали в такси, ездили в Пицунду, а теперь, говорит, будут здесь рядом где-то работать. Такое будущее для своих детей вы не хотите, хотя мы уважительно к этому всему относимся. И все вместе мы должны быть услышаны. Сегодня вы видите то, как поступили правоохранительные структуры. Они должны дать нам разъяснение, и никто отсюда уходить не собирается, пока наши друзья находятся там. Прошу вас всех не расходиться. Настоящий депутат, настоящий народный представитель. Вот так я вам скажу. Я не права? Права. 100% права. Собрано вчера. По поводу еще раз, что в пятницу, я еще вам не сказал, сессия будет парламента в пятницу. Мы просим всех неравнодушных граждан, вне зависимости от политической принадлежности, зная, какой губительный этот закон, прийти
и встать всем вместе. Я имею в виду в тот день, в пятницу, в парламент. И да, в парламент мы должны прийти все вместе и помешать этому законопроекту. И знаете, тот стиль, который есть сегодня, когда депутаты парламента окутаны забором, ну я что-то не понимаю. Здесь нужно что-то менять, в первую очередь им самим. Вместе в пятницу мы придем и зададим им эти вопросы. Спасибо за внимание. Нет, что касается дальнейших планов, мы сейчас говорили с Аткуром Ардзенбей, с лидерами оппозиции, мы ждем, сейчас поговорим с ними и придем к решению, что дальше нам делать. Просим вас подождать буквально некоторое время, мы свяжемся и сообщим, что будем делать дальше. Спасибо. Да, вот так вот. Все, можете теперь открывать обсуждение, дискуссии. Тут даже обсуждать нечего и говорить не о чем. Тут все понятно. Добрый всем. Здорово. Ну что там услышано? А у меня одно только недопонимание, честно. Я хочу, чтобы требование это понятно. Я хочу, чтобы позвали тех, кто министр МВД, замминистра, чтобы они дали комментарий. В конце концов, пресс-служба вышла. Они должны выйти и дать комментарий, за что они сидят. Это все понятно, слушай, но там сидят люди, и мы не знаем, у них нет адвокатов, у них нет никого, под каким они давлением, в каком они состоянии, что у них там, мы этого не знаем. Пусть запустят туда представителей адвокатов или депутатов, пусть кого-то туда запустят. Это первое, что надо сделать, мое мнение такое, я не знаю. Пусть посмотрят состояние ребят, как они выглядят, как они себя чувствуют. Слушай, они не придут, я это не услышал, брат, если не честно. придут. Не Первым делом туда должны пустить адвокатов, чтобы посмотрели их состояние, что с ними и как там. После ихнего задержания. Да. Насчет военной техники кто-нибудь что-нибудь знает насчет стягивания? Там, ну, видели два Урала, два КРАЗа, ну, видео скидывают, но сейчас прям, я не видел, чтобы БТРы, ну, два Урала, два КРАЗа, ну, КРАЗы, военные Уралы вот эти есть, а больше ничего такого не было. Да, техника, понятно, но вообще на самом деле, в действительности, там, я как смотрю, женщины, ассоциации же есть, пусть пойдут, посмотрят на ребят, пусть покажут ребят хотя бы визуально. Да, у меня лично вот это недопонимание есть, что почему не пускают к ним, пусть покажут их состояние, что с ними все в порядке, что они живы, здоровы, не требуется медицинская помощь им. Почему этих требований нету? Есть вот ассоциация матерей Абхазии, пусть женщины, если они там боятся пацанов, пусть женщины зайдут, посмотрят. Адвокат пусть зайдет. Что вас заблокировали. Нет, он работает, но старый какой-то. Старый показывает. Сейчас мы вас найти не сможем. Да. Никто это не говорит, почему у меня вопрос к этому, почему все молчат, пусть зайдут в конце концов. Блядь, почему? У меня не работает. В действительности, да, кого-то пусть пошлют общественность. У нас же есть там Наира Малия, там Низ Фарсба. Пусть они зайдут туда, пусть покажут действительно, что ребята, с ними все хорошо. Правильно ты, Гоша, говоришь? Дальше. Меня только это беспокоит, эта ситуация. Гоша, их не запустят. Слушай, то, что родственников не запускают, что за не запустят? Депутаты имеют право зайти туда. Депутаты имеют неприкосновенность, в любое здание могут зайти. Или у нас, что это такое, я не понял. Или у нас государство, или что это? Еще раз, если не хотят депутатов, пусть кого-то из общественности запустят, что с ребятами все в порядке, им не нужна медицинская помощь. В чем проблема, я понять не могу.
Пока Китай... Вообще никакой проблемы. Во всем. Не предъявляется. Все там. Сидеть хочешь, да? Нарам, что нас гов? Нар. Нас го там, что? Юмова. Мачхума. Я бы привез, но я далеко. Ты далеко, ты и не приедешь, там все перекрыто, мой брат. Я, братуха, имею способности. Я знаю, что ты с нами. Гоша, доехать куда если ты на колесах. Я до Миссери доехал, я понял, если я дальше проеду, я пополню ряды. Кстати, даже будут лошади, кареты, брички, сабры. Слышишь, я до Миссери доехал, я понял, что я пополню ряды, короче, вон там. Да не пополнишь ты, брат, не пополнишь. Там на Миссери я объезд знаю. Да, внизу тоже стоят, успокойтесь. Люди в натуре, это шутки шутками, люди звонят в шоке, не могут домой попасть, не могут выехать. Люди-то, кто-то товар везет, кто-то это там стряли жесточайшими. Дорога, кто-то в больницу, кто-то действительно товар, скоро. Ну там, ну скорую пропустили, ну за скорой ехали машины вроде бы, пропускали пока. А, да? Да, я что-то... Давай, подъезжай, Пабло, поедем, подъезжай, переоденусь быстро и поедем. Какие проблемы? Вы максимум доедете до этого, до Тещиного. Ну, по встречке хотя бы можете доехать. Пофигу, я поеду как хочу, братуха. У меня номера ЕКХ. Да, если вторую объездную не закрыли, точно можно нам проехать. Кто-нибудь в пробке стоит, дайте знать. Да, дайте тут обратно. писали. Нар, я сейчас, если выйду, Нар, слышите, я сейчас, если за мной машина заедет, если выйду, я вам в дорогу буду говорить что да как. Я позвоню прямо туда, прямо на мост, позвоню, подождите, всю вам обстановку сейчас скажу. Слышишь, Узнайте что да как. Вот. Да, узнайте что да. Все узнаю, давай. Давай набери туда, Гашанчик. Ора, серьезно, привезу на арест этот, нужно. Это кто такой, слушай? Поддон 16 года, поддон. Все ровно. Нормально. Холод не боится. Я сейчас паспорт с собой возьму, как вы думаете, мою личность надо будет? Я думаю, нет. Зачем он? Паспорт. Ну, мало ли, людей задерживают. Депутатов в лицо не узнают, как рецидивистов задерживают. Лали, меня как не знают, несчастные. Даже знаешь, в последнее время что говорят? В последнее время хохлов проклинают и говорят, чтоб сдох тот хохол, который тебя не убил, говорят, Лали. Это новое проклятие, да? Да, Акама, всегда здоров, брат. Клянусь маханием, кое-как живой вернулся с войны. Мне вот этот армян, английский гид, этого хохла говорит, чтоб сдох, гид хохол, кто тебя не убил. Я на что, мама, я на что, ты что, душа как по елке-палке. Ну, ждем информацию в любом случае. Перекрыты мосты, какие-то движения идут, сейчас ждем. А Дзюбжинский мост тоже перекрытый? Ну, там, знаешь как, часть мостов перекрыли сами сотрудники, а часть народ. Люди. Я Гумистинский знаю, а Дзюбжинский тоже говорили что-то. Да, да. Помним, ребята, мы Гумистинский бой. Кто на трассе сейчас? Доложите обстановку, если есть такая возможность. 367 человек в эфире.
Пабло, ты где, Пабло? Пока ничего не известно. Ему печешки. Все сократилось. Дороги всегда попадают в комиссию. Добрый вечер всем. Добрый, добрый. Это Гумиста на связи. Мечта? Что там на Гумисте сейчас? Рассказывай. Стоим, перекрыто. Ага. А скорую помощь пропускаете? Она уже проехала. А грудных детей? Что? Где детей там жаловались? Грудников не пропускали. Грудных только детей. скорая только проехала. Кто перед ней машины были, вот они проехали. Детей. Опа, подожди. Что за шум там? Да, какая-то информация, что ли, поступила. Это недовольные, которые в пробках стоят, спустились и возмущаются. Ну там происходит. В него не включается, скорее всего, камера. Дэнни, Да, брат. включи камеру, брат. Не включенная разве? Не включенная. А можем мы увидеть Гумистинский мост? Кто там? Да. Если он включит, мы можем увидеть. Сейчас не включил? Нет. А что надо сделать, я так не знаю. Смотри, нажми на него и дай ему чтобы он камеру включил, сделай ему. Так, а как это сделать? Как сделать? Нажми на него, там есть у него камера, ты ему должен дать, чтобы он Вот я ему предложил включить камеру, да. Дэнни, нажми, дай добро там. Дэнни, я вроде нажал, все. Сейчас не видно? Нет. У меня вот маленький экран как бы показывает, а вот... 38 секунд там надо подождать, там такое правило. Нажимаешь, предлагаешь камеру включить и 38 секунд. Я уже больше минуты вот включенная. Вот смотри, Дэнни, смотри, перезайди, выйди и перезайди, и там увидишь. Давай я сейчас выйду и снова зайду. Да, сделай так. Короче, дайте, слушайте, туда можете никто не ехать, на Ишерском посту гаишники всех разворачивают, прям пост тоже, они тоже пост перекрыли, всех разворачивают, кричат, вы не проедете, а пробка, пробка уже до конца края, ее не видно, пацаны там стоят, никого не пропускают, Ишера снизу тоже закрыто, снизу тоже не объедете, короче, все закрыто, плюс еще на Адзюбжих тоже ребята встали, закрыли дорогу, короче. Дэнни, вот сейчас нажми на себя, и там есть это видео. Вот соединился, вот камеру нажимаю. Пабло, не езжай, Мадя, куда мы поедем, если не пропускаем? 30 секунд. Нет, не видно. Ты позови вот этого, скажи, Дяхоз мой, Дяхоз! Сейчас видно? Нет. Орова, анкл Гоша. Должен сказать, пизды. Так не видно. Бэнкси не только как на катере, как в марте тоже можно попробовать. Гоша, объясни ему, где камеру включать. Дамблдор, где видео, подожди, есть видео генпрокурора задержания.
Дэнни, почему камера не включена? Не получается, брат? А зачем он включает камеру? Ну, хочу посмотреть, что там на Гумисе происходит. Можно же? Дэнни, Если есть да. Нажми ты, Нар, открой ему камеру, ты, отправь ему приглашение, ты нажми на его ник вот. Нажми, и там будет вот включить так. Его камеру. Все, вот я ему отправил предложение включить камеру. Дэнни, нажми включить камеру. Включил, нажал я. Подожди, может какой-то период нужно, чтобы правильно сделать. Короче, там полная 5-я точка, Нар. Вот сейчас там пацаны кто находятся. Таня, когда этого, кого закрыли, когда Бжанию закрыли на границе. Не помните, как это в Тамышах закрыли это? Зажгли покрышки, покрышки сжигали, это не только там, да, они еще и Физический мост закрывали, я помню. Да. Не получается, да, Дэнни? Я не знаю, я только вижу, что у меня включается. Почему вам не видно, не могу понять. Все, я еще раз отправил приглашение. Подтвердить нажми. Дэнни. Да, бро. Но я сейчас перезайду и... Если меня... Ты в ТикТоке не шаришь? Нет, а что это? Мура, как камеру включить? Камеру? Да ничего не понятно. Вот включаем и все. Почему они не видят? Вот. Да, включай, сохрани, нажми. Все. Сохрани, блядь. Вот. Поставь на главную теперь его. Поставь его на главную его, поставь на главную. На его ник нажми, там в нижнем правом углу будет открыть. Нар, ты слышишь, что я говорю? Сейчас, подожди, Дэнни. Нар! Сейчас пойдем. Нар! Да, Нар не слышит. Меня слышно? Гоша, да, что случилось? Поставь Дэнни на главную теперь. Нажми на его ник в правом нижнем углу, когда нажмешь, будет на весь экран его поставить. Сейчас, секундочку, еще раз, что мне делать? На Дэнни нажми, когда откроется его аватарка, там в нижнем правом углу на весь экран будет. А Дэнни у меня пропал, подожди, а где Дэнни? Вот мы видим, он показывает нам Гумисту. Все, вижу. Что сделать? Как сделать? На его ник нажми, на главный экран его поставь. Увеличить окно, да, написано? Да. О, все, теперь прямая трансляция у нас оттуда. Дэнни, покажи нам полностью пробку, откуда начинается. Короче говоря, мы видим... Братва, мы с вами! Добрый вечер. Все видим. Меня кто-нибудь слышит? Да. Все слышат. Это... Я просто... Где это происходит? Где мы находимся? Сейчас не до тебя. Я с Германии. Хорошо. Германия на связи. Ну, просто я вижу, здесь что-то происходит. Свадьба у нас, свадьба. Свадьба? О, поздравляю вас. Классно. Сейчас невесту везут. Ошалеть, сколько народу. Да, герой женится. Да. Дэнни, покажи, Дэнни, пробку, покажи пробку сзади, со стороны Сухума. Вон фары горят. Гоша? Да. Давай, не уходи.
Не отходи, у тебя что-то интернет. Не отпустят, да? Я Что, просто с везут Германии, тебе с Франкфурта. И она уже уехала на Красную Поляну. Меня ошалеть. Почему не показали? Гоша, есть А. информация о задержанных, которые сейчас находятся в местах лишения свободы? Нету, я же говорю, только что разговаривал, не пускают никого, их физическое состояние неизвестно, их вообще, что с ними, как с ними, неизвестно вообще ничего. Смотри наверху, что творится. Да, да, смотри, видно? ну на Ишере разворачивают, да, да, видно. Видно, это там тещина, дальше пробка. Пацаны, сейчас мне прокурора речь отправят, я вам зачитаю его. Это в сторону Сухума, со стороны Сухума, там вообще не видно тоже хвоста. Да, да, да. Ну на Ишере разворачивают. Потом машину. примите меня. Давай, напиши. О, видно. Так, это где у нас сейчас конкретно? Это где мост начинается, где памятник героям. Вижу. А с той стороны тоже перекрыто? Со стороны... Да, везде перекрыто. И то я на Дзюбже тоже перекрыли на Дзюбже. Это Ишера. Смотри, да там от Тещиного до конца там капец, короче. И в ту сторону тоже капец. Да, вот так даже. А Да. где сотрудников я не вижу. На посту они, на посту, на... Там нету никого. Верхнеишерск? Да, они там разворачивают людей, говорят, не пропускают, короче. А, в Сухум. Да. Пойдем, Гоша. Народ, ребята, там народ находится, никто никого там, никакие, народ. Воду раздают, Анна, воду ребята привезли, чай, воду там раздают нормально, все есть воду, пацаны, никого не оставили. Если кто-то хочет остаться, есть гостиница на Маяке, бесплатно номера сегодня там раздают, можете ехать туда. Все, мост полностью стоит. Ребята, кто в пробке стоит, езжайте в гостиницу, можете остаться там до утра бесплатно. Все, братцы, мы пойдем в машине, посидим, чуть погреемся. Гарик, Все, судья. давайте, Дэнни, давайте, удачи, Дэнни, аккуратнее. Гарик, где ты, Гарик? В Луге. Ага. Всё. Ребятам тоже скажи, если там кому спать охота, сегодня вход бесплатный. Я отвечаю, если что. Да? Onur, hocam harbe Ay maşallah. Lütfen, Çatı vamçı naz godu lütfen. Гарик, все нормально у тебя? Все, Гарик, все. Генпрокурор комментарий дал по поводу задержания. Ну, говорите официальную информацию. Сейчас я полностью текст не зачитал, что скинули мне, скопировать его нельзя, потому что они там так его сделали. За нанесение телесных повреждений депутату возле парламента.
Ну, такая формулировка. А кто депутата? Все четверо избивали? Я вот это понять не могу. А вот сейчас, подожди, мне все скинули. Так, задержанный, так, генеральный прокурор Агрба прокомментировал задержание, совершенные противоправные действия против депутата парламента. Вот и вся формулировка. Задержанные граждане, совершивших противоправные действия против депутата. Ну, кто, что, зачем, почему, все четверо или как они там, я не знаю. Там 6 фамилий, что задержали. Ага. Есть там второй телефон, сейчас мне видео скинут полностью, я скину кому-нибудь. У тебя зарядка есть? Давай скинь видео. Я тебе, на WhatsApp скину, а потом как ты я, там включишь. А у меня не получится. Как я на WhatsApp? Давай сейчас девочки скинь, мы с ее экрана посмотрим. Гоша. Есть там, у кого-то есть мой номер, спроси, чтобы сейчас в эфире не говорить. Там кто-то есть? Нет. Так, твой номер? Нет, твоего номера нету. Сейчас выгрузят и послушаем все вместе. Ну, Эля, ты там стоишь? Если ты там стоишь, подойди к ребятам. Послушай, а мы можем, знаешь, как сделать? Ты девочки пришлешь сейчас на WhatsApp. Ну а видео зачем нам, если там просто зачитывается текст? Нам достаточно этого. Ты это видео имеешь в виду, где зачитывается текст? На видео хочу посмотреть, сейчас вернусь. Ну давайте посмотрите и скажите, что там. А потом как-нибудь организуем сюда. Гоша. Слышно меня? Да, нет, ты сейчас пришли, Да, это девочка. слушай, там возьми у девочки какой-нибудь телефон и прям в Инстаграм зайдите, я скажу, где посмотреть, он дает комментарий голосом, не... Так, и давай в послушай. Инстаграм заходи. Как зайти туда? Страницу в поиске пусть наберет ЧП Абхазия Ньюс. ЧП Абхазия какое? Нью? Сейчас скажу. Нью? ЧП Абхазия Нью. Вот она, да. ЧП Абхазия, ЧП.АБХ Нью. Вот, первое, включай. Сегодня, 2024 года, после проведения внеочередной сессии парламента Республики Абхазия, на которой рассматривался проект конституционного закона о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов в Республике Абхазия, группой лиц, находящихся во дворе здания парламента Республики Абхазия, были совершены противоправные действия в отношении депутата парламента, сопровождавшиеся нецензурной бранью. Принятыми оперативными мерами были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания Министерства внутренних дел граждане Кукая Кари, Арзенбал Масхан, Смыр Омар, Джопу Рамаз. Действия сотрудников правоохранительных органов Министерства внутренних дел проведены в рамках закона. Позже родственниками задержанных и представителями оппозиционных сил была совершена попытка насильственного проникновения в здание службы государственной безопасности с требованием немедленного освобождения задержанных лиц, которая была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время органами прокуратуры проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего. Во избежание предусмотренной законодательством Республики Абхазия ответственности обращаюсь с убедительной просьбой воздержаться от дальнейших противоправных действий, нацеленных на дестабилизацию общественной обстановки в Республике Абхазия. Уважаемые граждане, сегодня... Все, посмотрели? Понятно, они это, получается, у них это МХ, мелкое хулиганство, выражение нецензурной брани. Я извиняюсь, за МХ вот так вот задерживают людей.
Честно, мне интересно, так, всех так за МХ задерживают? Понятия не имею. Да. А почему они сами вот все не выходят и не говорят конкретно? Вот мне вот это не понять. Почему они сами вот не выходят и не говорят, сидят там, видео скидывают, то скидывают. Зачем это говорить? Прямо выйди на площадь, поедь туда-сюда и выскажи. Что они там это... Давай много не говори, дрова людям подвези, вон там сейчас много замерзнут, пока дрова привезешь. Дрова нельзя положить? Ну, видишь, она уже говорит, дрова нельзя положить, давай. Что Ты сказал? Сказал? Я скоро привезу. Ну все, вези, видишь, у них последняя Давай, полена. давай, я выйду. Еще Давай я, 5-6 короче, скоро. Давай минуты 10-15 буду там. Амина, вы здесь, наверное, только зашли, мы здесь все тоже против этих действий, против перекрытия. Дети в машинах, люди с товаром, люди больные, люди такие. Я тоже против этого, чтобы мост открыли, чтобы люди поехали, я тоже за. Но для этого должны выйти ветвласти и сказать, что происходит, объяснить народу, попросить их разойтись, а не записывать видео. Не знаю, мы тоже хотим, чтобы открыли. Мосту. Да. Да. Этим не решить, это пластик. Да, правильно. Мало идти себе, Гоша, выйди на связь. Здесь люди задают вопросы. Ответь им, пожалуйста. Кто спрашивает? Почему закрыли мост? Почему, за что за мост перекрыт? Перекрыт Гумистинский мост, также Нижний Шерский мост перекрыта, Дзюбжинская, на Дзюбже трасса перекрыта. То есть, если кто-то куда-то собирается ехать, или лучше, когда это закончится, неизвестно, лучше езжайте домой, где-то останьтесь у друзей, чтобы не было такого. А почему закрыли мост? В знак протеста, задержания ребят, общественных деятелей, спортивных ребят. Ну, в общем, патриотов Республики Абхазия были задержаны по непонятным причинам и были жесточайшим образом задержаны как какие-то международные террористы. И народ собрался, чтобы услышать комментарии, и вот никто не выходит и не говорит, что будет и как будет с ребятами. Судьба их неизвестна, какое состояние у них тоже медицинское неизвестно, там никого не пускают. Может, им требуется медицинская помощь и всему тому подобное.
Те, кто здесь собрался, все также против, не хотят, чтобы такое было, дорогу перекрывали или еще что-то в этом роде. Но сегодня это с одними, завтра с вами также может произойти. Такая может в жизни произойти. Так что немножко терпения, я думаю, ветвь власти выйдет и все как-нибудь разрулит. Послушайте, Амина, я все понимаю, что дети не должны страдать, еще кто-то. Я с вами полностью согласен. Я полностью согласен. Он идет сейчас заседание Совбеза, они решат сейчас что-то и, я думаю, разрешат. Я не знаю, не расходятся, стоят люди. Не знаю, я не могу сказать. Ну, сейчас Совбез собрали, они поговорят, я думаю, разрешат эту обстановку, чтобы все люди поехали домой, все разошлись, все было в порядке. Да люди разойдутся, если все будет в порядке, почему нет? Конечно, конечно, здесь вопрос не стоит. Я сам еще раз говорю, здесь нету, там я не думаю, что один человек есть, который за, чтобы там дорогу закрыли, или такие радикальные методы. Нету таких людей нормальных, которые готовы закрыть дорогу и с этого получать удовольствие. Это же абсурд. Послушайте, если там кто-то стоит, кому-то нужна медицинская помощь или нужно детей отправить, перевести, там стоят ребята, они детей и всех остальных, поверьте мне, пропустят. Там не прям наглухо закрыто, там пропускают скорые помощи и всему тому подобное. Пропускают, вот я еще раз говорю, в очередь видели. Слушай, мы против, что вы нам говорите, что вы нам пишете? Идите, выйдите туда и скажите, пусть этот вопрос разрешат. Или там думаете, кто там стоит, они от своего желания там стоят. Вы что нам это высказываете? Мы вообще не заинтересованы в этом всем. Нам тоже хочется домой поехать и всему тому остальному. Идите, выйдите с этих машин и придите туда, скажите, что вы домой хотите ехать, чтобы этот вопрос разрешился, если вы хотите домой поехать или куда-то. Мы ли там собрались, а вы нам эти вопросы задаете? Мы отвечаем, что происходит. Знаете, это как это? Просто громко говорю, не ору. Я уже 30 раз ответил, мы не заинтересованные личности в этом. Знаете, знаете меня, что бесит просто последнее? Моя хата с краю меня не касается. А если это твой муж, твой брат, твой дядя там был бы, ты так же бы все себя вели бы. Я извиняюсь, я не кричу, просто громко разговариваю. Если кто-то подумал, что я кричу. Ты видишь, я просто не совсем. Свадьба у нас, если кто-то тут интересуется, свадьба, невесту ждем, вот невесту везут, ждем, собрались. А они, по-моему, плохо. Не, это наш. Я его добавил в гости. Смотри, это почему? Не, сейчас посмотрим. А, это он каждому отвечает, что ли? Да, я Нара, пресс-секретарь сейчас. Хорошо. Видите, вот сейчас невесту привезут, дорогу откроют, все будет нормально, ребят, не переживайте. Да, ну честно, мне напряжен, мне тоже не нравится, там мои стоят тоже, племянники, выехали, день рождения ехали и встряли вон там, мне тоже это не нравится. Олег, если ты живешь где-то в Африке, любое свержение власти карается расстрелом. У нас не Африка, у нас Демократическая Республика Абхазия. Не путайте нас с диктаторскими странами, африканскими или еще какими-нибудь. Ора, я с тобой полностью согласен. Отвечаю, я полностью с тобой согласен.
Пойдем вместе с тобой, Ора. Сейчас станем, вон там и будем кричать, откройте мост, разберитесь, пойдем. Пойдемте все, я тоже с вами вместе пойду, чтобы открыли. Отвечаю, я за, чтобы открыли. Возмущается, да? Ничего не известно о задержанных. Слышишь, как там тебя Абхазия, страна души. Если есть какая-то информация по НПО, кому заплатили деньги, пожалуйста, дай нам знать. Мы хотим знать этих предателей, которые деньги в руки берут за какие-то провокационные акции. Мы хотим их знать. Скажите, что НПОшники, дайте нам знать, кому деньги платят этим НПОшникам, мы их накажем. Здесь Сланчик, я тоже спрашиваю. Вот, Ора, ты хорошие вопросы пишешь, Ора. Все хорошо, четко пишешь, Ора. Мой голос вам там сейчас нужен. Страна души, я еще раз говорю, ты об этом пишешь, значит, у тебя есть достоверная информация о неправительственных организациях, которые берут деньги за Бучу. Предлагаю их наказать. 100%, Денис. Да, его, скорее всего, и нет. Не знаю, есть информация? Вы возле этой бочки стоите, вам еще нужно этот кассетный магнитофон и какой-нибудь песни, там, шерри, 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 чисто негритянский. Это. А куда? Ты здесь была? Я отходила. Согласен, Нора, я с тобой согласен. Как тебе зайти? Нартания просто. Вот ты сразу как решил. Девушка, если вы на меня подписаться хотите, это платно. Сюда нажимаю? Да. Они не слышат. А номер телефона не нужен? Это регистрация. Нет, что? Давай через Google. По номеру телефона быстро зарегистрируется. Не хотел я этот ник валить. На любой можно сделать. Теперь нужен номер. Все. Как поделиться? Так. Я думаю, вот здесь. Выключи звук со второго устройства. Звук выключите, если не заходит. Звук на втором устройстве отключайте, если рядом с эфиром стоите. А то применю санкции.
Какая температура воздуха у нас там? Плюс 10, наверное. Это точки. Война войной, а свет выключают по расписанию. Гоша, у меня 20% сейчас зарядка уйдет. Я сейчас выключусь, заряжусь и уже... Давай. На Гумисте +8.